обязательно носите маску. Новые атрибуты и церемониал работы парламента начинаются уже со входа. У всех проверяют температуру и просят обработать руки антисептиком. Ходим в масках, стараемся ходить в перчатках и, естественно, часто обрабатываем руки и должны находиться не менее чем за 1,5-2 метра. Мы сейчас нарушаем немножко вот это вот расстояние, дистанцию, так скажем. С учетом этого расстояния прошли сегодняшние заседания комитетов. За столом, рассевшись подальше друг от друга, встретились менее 20 человек. Очки потели, дышать в маске было непросто. Я сделаю, наверное, так, потому что очки потеют. Невозможно. Журналисты за происходящим наблюдали с другой комнаты по видеотрансляции. Онлайн, будучи вообще в других городах, присутствовали и некоторые депутаты. Слышим, опять висит значок, что интернет-связь плохая. В дистанционном режиме может пройти и предстоящий 23 апреля сессия Госсовета. На ней в том числе собираются официально зарегламентировать особый порядок работы парламента. Как вариант, чтобы на заседании депутаты собирались не все вместе, а группами, возможно, даже в разных городах. Объединить же такой кворум должна видеосвязь. Наш председатель, сидящий здесь, будет призывать к голосованию, объявлять режим голосования уже не с помощью системы, автоматизированной системы подсчета голосов, а объявит устно режим голосования. И на каждой площадке депутаты голосуют. Кто за, мы с вами все поднимаем, допустим, руки. Представитель счетной комиссии на каждой площадке считает, а потом последовательно озвучивают результаты каждая площадка. К предстоящей сессии депутатам советуют запастись терпением. По опыту других регионов можно сказать, что такие дистанционные заседания занимают гораздо больше времени. К примеру, был случай, что 6 вопросов рассматривали 2,5 часа. Обычно в повестке сессии порядка 30-40 вопросов. Как говорят депутаты, они готовы заседать сколько потребуется. Если это необходимо, безусловно, будем делать. Потребуется день сидеть, 2 сидеть. Но, надеюсь, все-таки такого не произойдет. Как точно пройдет предстоящая сессия, предстоит решить на заседании Президиума Госсовета. Он соберется в эту пятницу. Дмитрий Арина, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Yoz yaxshi xabarlar olib kela. Yangi asr kanalida dunyo ko'rgan Jili izleyjonlar filmin qabat qarorga tilaysizmi? Ko'p sonli tomoshachilar so'rovi bo'yicha filmning barliq seriyalarini hozir tnv.ru saytida ko'rarga bo'ladi. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.